привет! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. С вами Алина. Сегодня я нахожусь с потрясающей женщиной, с Леной. Это лайф-коуч, психолог и тренер по взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, и не только. Также еще и бизнес-наставник. Те вопросы, которые вы мне задавали в теге о личном про взаимоотношения, я решила задать специалисту, профессионалу, который вам ответит. Так что смотрите это видео до конца, будет очень интересно. Леночка, может быть, ты что-то хочешь сказать? Добрый день, я очень рада вообще ответить на ваши вопросы. И все, что сегодня будет, это будет о вашем личном счастье. Каждый вопрос, который вы задаете, он, в общем-то, настроен не только как привлечь мужчину, удержать мужчину, сохранить отношения, привлечь свежесть в отношениях, но в первую очередь, как сделать так, чтобы в вашей жизни была яркость, в вашей жизни была свежесть, в вашей жизни была сама жизнь. Красиво очень сказала. Лена, у нас вот есть вопросы, да, которые задавали, значит, подписчики. И первый вопрос, который задала Елена Филатова, он звучит таким образом. У нее много вопросов, но я тебе прочитаю, и ты поймешь и выберешь самое главное. Интересно было бы послушать, как научиться добиваться от парней того, чего ты хочешь, но при этом не выносить им мозг. Быть училкой, стриптизершей, недотрогой, и при этом иметь вихрь чувственного соблазна. Как такой стать? Ну, желательно на примерах. И еще она спрашивает, мне было бы еще интересно, как правильно динамить парня с интимной близостью. Вот такие вопросы. Что ты, Лен, можешь на это сказать? Я по поводу училки и стриптизерши. Это обязательная, так скажем, харизма женщины. Быть, с одной стороны, домохозяйкой, с другой стороны, в какой-то момент для него училкой, поддержкой, может быть, иногда коучем. Это человек, который может поддержать, задать вопросы, а как дела, что сделать, еще какие-то такие моменты. И при этом всегда соблазнять его. Как сохранять вот этот баланс. В первую очередь я вам, просто я дам сразу упражнение, которое вы можете использовать. Классно. Это смотреть на себя как на соблазнительницу. Как это происходит? Я расскажу такую притчу. Двое моряков путешествовали по всему свету, и однажды они приплыли в одну деревню, сошли на берег, и на берегу один из моряков, из друзей, встретил девушку и сказал: вот эта девушка, она будет моей женой. Они снова ушли в море, путешествовали, странствовали. И вот он вернулся обратно в деревню для того, чтобы свататься с ней. Сватать ее. И он приходит к мужу. В деревне был такой обычай, что за каждую из девушек мужчина платил коровами. Одна-две коровы — это такая вот, средненькая девушка, прям ниже среднего девушка. 5-6 коров — это такая уже хорошая, дородная, здоровая, рукодельная. А 9 коров — это самая-самая-самая идеальная. То есть это самая прекрасная, идеальная, красивая, совершенно женщина, которая самая красивая в деревне. И вот моряк пришел свататься к отцу и уже спросил у девушки, можно ли ее согласие. Она дала согласие, пришел к ее отцу и привел выкуп, привел 9 коров. Отец: да, все хорошо, по рукам ударили, договорились, девушка согласна, невеста согласна. И отец к нему так подходит и говорит: слушай, ты понимаешь, я знаю хорошо свою дочь, но она, на 4 коровы, на 5, максимум на 6 коров. А почему ты же понимаешь это, почему ты привел 9? Он говорит: увидите. И сыграли свадьбу. Его друг моряк ушел снова в море, через пару лет возвращается обратно и видит на берегу восхитительную женщину, потрясающую, красивую, играющую с детишками, самую красивую женщину, которую он когда-либо видел в странствиях, нежную, очаровательную, женственную. Она смеется, и от ее смеха просто его сердце затрепетало. И он пошел в деревню глубже искать дом своего друга. Находит его, заходит внутрь дома и спрашивает его: а где же, познакомь меня со своей женой, как вы, что вы. И в этот момент в дом заходит его прекрасная жена, которую он видел на берегу, смеющуюся, от которой у нее затрепетало сердце. Мораль всей басни такова, что когда вы смотрите сами на себя, не только ваш мужчина, но и вы сами смотрите на себя, как на 9 коров,
Когда вы себя любите, когда вы восхищаетесь сами собой, когда у вас горят глаза, ни один мужчина не может устоять. Он будет ждать, отвечая на вопрос параллельно, он будет ждать и месяц, и 2, и 3, потому что он смотрит на другое, другое у него сердце не трепещет. Упражнение. Встаете каждое утро перед зеркалом по 5 минут, и 5 минут смотрите на себя, как на 9 коров. Вы разглядываете свои волосы, тело, обнаженное, желательно обнаженное, грудь, живот, бедра, все-все-все, пальчики рук, пальчики ног, и относитесь к себе с огромной любовью. Что вам это даст? С точки зрения энергии вы будете наполняться энергией, и у вас будет такой заряд, такой, знаете, шлейф. Вы наверняка встречали женщин, вот Алина такая у нас женщина, на которой, когда идет эта женщина по улице, мужчины все оборачиваются. Неважно, в чем вы одеты, вы можете одеть просто с макияжем, без макияжа, мужчины все равно обернутся. Я-то такая женщина. И что, о чем вывод-то? Чтобы быть и сексуальной, и училкой, и любовницей, и держать мужчину на дистанции столько, сколько вам нужно до первой близости. Вам нужно наполнить себя, стать такой. Используя это упражнение в течение минимум 40 дней ежедневно, что бы ни происходило, вы будете наполнять себя энергией. И после этого вы станете очаровательной, привлекательной. Вот вам хотелось бы быть похожей на Алину. Если внутри где-то есть ответ «да» на ее горящие глаза, на ее смех, на ее легкость, то тогда вам делать это упражнение. Да, отличное упражнение. Обязательно делайте, девочки. Так, следующий вопрос от Кати М. Когда серьезные отношения, кто за что платит? Общий бюджет или нет? И должна ли девушка работать? И если работает, то зарплату как? На себя или делить, или в дом? Как быть? Елена? Я знаю, что этот вопрос актуален очень для многих. Но я скажу вам так. Во-первых, зависит от вас. Лично от вас, как вы договоритесь. За что девушка платит, за что девушка не платит, за что. Но с точки зрения энергетики, я просто давно, уже много лет занимаюсь энергетическими практиками, и с точки зрения энергетики ваша задача как женщины сделать так, чтобы ваша зарплата, вы ее тратили на себя. Ваша задача сделать так, чтобы муж настолько много, мужчина настолько много зарабатывал, чтобы вам было легко, то есть тратить эти деньги на себя и еще получать от мужа. Тут еще звучал такой вопрос, должна ли девушка работать. Зависит от того, как вы договоритесь. Я, например, не могу не работать, потому что я очень это люблю. Девушка, женщина должна заниматься тем делом, которое ей приносит огромное удовольствие. Если это дело ей не приносит удовольствия, то есть если ей тяжело, грустно, унылое состояние от этого, это дело ее не наполняет, то есть не заряжает. Вам не нравится работа, ну вот, например, бухгалтера. Кому-то эта работа нравится, и ей прикольно там в цифрах, а кому-то она вот вообще никак, и хочется с людьми общаться. В таком случае лучше поменяйте работу, либо не работайте вообще. Это очень важно, потому что когда вы занимаетесь тем, что вам не нравится, вы разрушаете ваши отношения. Да, это, кстати, правильно. Вот скажи, допустим, многие девушки, кстати, сейчас считают в наше время, что у мужчины просить деньги — это унизительно, и лучше я пойду сама заработаю, докажу кому-то. И кто-то даже вот, когда знакомится с мужчинами на первых свиданиях, считает нормальным сказать, там, вот смотри, какая крутая, там, купила себе сама машину или квартиру, ну, предположим, да? Как ты считаешь, это вообще правильно? Я скажу так, я могу сказать немножко, откуда это идет. Дело в том, что во время войны все наши мужчины умерли. И из-за того, что у нас мужчины умерли, женщины тащили все на себе. Поэтому наши бабушки научились сами зарабатывать, сами пахать, сами сеять, сами жать, сами на заводах работать. И если вам хорошо в этом состоянии, и вы хотите зарабатывать, и вы хотите мужчине прийти на первое свидание, достать свой, извините, половой орган, положить его на стол и сказать: я крутая, посмотри, сколько у меня. Тогда зачем вам мужчина? Ну да, правильно. Потому что за мужчиной, за мужем, за мужчиной мы чувствуем свою защищенность, мы чувствуем свой комфорт, мы чувствуем любовь. Это гармоничное состояние женщины. Так вот, возвращаясь к вопросу, должна ли ваш выбор, в первую очередь ваш выбор, но с точки зрения энергетических законов не рекомендуется. То есть, когда мужчина женщине дает, он, наоборот, больше получает денег. Но ваша задача принять так,
с благодарностью. Если он вам дал денег на сумку. Ну, приведу пример из своей жизни. Мне захотелось цветочков. Мне мой любимый мужчина дает денег и дарит цветы. Примерно где-то в среднем раз в месяц. Но тут я шла мимо витрины, я не удержалась. Я подошла, купила себе букет лилий. Я обожаю густой такой фантастический запах. И, в общем, я подошла, купила себе огромный букет лилий, подхожу к машине, он такой меня спрашивает: это что? Я говорю: а это подарок от тебя. А это подарок от тебя, я очень люблю эти цветы. Я говорю: мне просто вот, ты знаешь, у меня было такое настроение, и ты мне даешь денежку, и, в общем, я на эту денежку потратила, купила себе подарок от тебя. Он посмеялся, ему было очень приятно. Вот как вы получаете деньги? То есть я рассказываю вам сейчас конкретно, как вы получаете деньги. И каждый божий день, пока стоял этот букет 2 недели белых лилий, я каждый: боже мой, какой запах, как мне нравится, как здорово, спасибо тебе большое, ты столько для меня делаешь, я так люблю цветочки. Это та энергия, вот смотрите, мужчина обеспечил вам базу, дал денежку, а та энергия, которую вы можете отдать, это вы можете ему отдать через благодарность, через восхваление. Сказала, что, допустим, любому подарку радоваться, да, который тебе подарит мужчина. Но бывают такие ситуации, когда вот мужчина, ну, грубо говоря, в день рождения он тебе подарил кактус. Ну, не прям кактус, ну, так утрируем, но суть такова. Как быть? Может быть, все-таки нужно дать понять ему, что такие подарки не нужно дарить. И некоторые, наоборот, психологи утверждают, что желательно мужчину предупреждать, о чем ты хочешь, создать какой-то список, как меня порадовать, ну и все в этом духе. Я скажу так, что, конечно, лучше, когда вы сразу заранее говорите, что вы хотите получить на день рождения, но если вдруг по каким-то стечению обстоятельств вам дарят кактус или что-то подобное, порадуйтесь, поблагодарите, скажите и обозначьте. Радуйтесь настолько, чтобы у человека появилось желание, то есть вы проговорите: а после кактуса, а следующий подарок хочу вот такой вот. О, точно. То есть, да, вы радуетесь, вы благодарите. Вот они подарили там свечку или еще что-то. Ура, как здорово, благодарность. И следующий подарок я бы хотела там, например, подсвечник или там машину, или там еще что-то. Да. То есть уже ставьте следующую задачу, но обязательно радуйтесь тому, что есть. Ой, очень клево. Следующий вопрос. Подписчица Калина Виктор задает такой вопрос: как одеваться, чтобы привлекать парней для знакомства? Вот. Что ты скажешь по этому поводу? Я скажу, что для знакомства, вот смотрите, давайте представим 2 типа женщины. Одну женщину в мягком, женственном, таком пудровом образе, в кружеве, и вторую женщину, которая, например, в ярком, в красном, валом, в каких-то ярких цветах. Я приведу такую аналогию, такой пример. Представьте себе мужчине, сколько нужно смелости, чтобы одеть красное платье, красный костюм. Или красный даже галстук. Или красный даже галстук. То есть это говорит о вашей внутренней силе. Для того, чтобы привлечь рядом сильного мужчину, сильная женщина, она, ну как бы, не надо показывать, выбрасывать свою, что ли, силу так на показ. Одевайте в снежные тона, в шелковые ткани, в сочные тона, в фруктовые оттенки, в пудровые оттенки. Вот как вы сейчас у тебя, да? Да. Вот это как раз один из таких образов, на который подходит очень сильно знакомиться, потому что еще подсознательно, когда вы, например, используете кружево, кружевное какое-то платье нежного оттенка, ощущение, как будто вы обнаженная. То есть такой маленький секрет. Да, и поэтому мужчины очень тянутся на этот образ. Поэтому чем более нежное платье, тем более вы кажетесь нежной, женственной. Я расскажу историю когда я начинала работать со своей женственностью и познакомилась с образами, я одела нежно-персиковую юбку, такую нежно-нежную, и белая курточка у меня была. И я, значит, иду такая вся, и по поводу обуви, замша и светлые оттенки, либо замша черная может быть и светлые оттенки. Это может быть шпилька, танкетка, балетки сейчас в летнее время. Так вот, иду, значит, в замшевые шпильки ботильонные, белая курточка и персиковая юбка, карандаш строгая. Ко мне подходит мужчина, подбегает, догоняет меня и начинает читать мне стихи, стоя на коленях.
не спрашивая меня, кто я, чего я, куда я вообще хочу, готова я вообще к его стихам, он мне начинает читать стихи. И когда он уже встал, когда мы уже начали немножко разговаривать, он говорит: вы знаете, у вас такая странность, он говорит, у вас такой мягкий образ и такой знающий, чего хочет взгляд целевой. Это было, когда я начинала работать с образом. Поэтому мужчины как раз клюют очень сильно на эту нежность, на эти персиково-пудровые оттенки. Вот. И да, тому мужчине я отказала, я говорю, у меня в отношениях, у меня все хорошо, я пойду, да. Вот. Но суть того, что они реагируют на ваш внешний образ. Поэтому белые, пудровые, мягкие, такие чувственные оттенки. Да. Про макияж: губы, на знакомство губы, на отношения глаза, подчеркиваю. Ну, макияж обязательно нужно делать, желательно, да? Конечно, конечно. Даже если ты пошла выносить мусор. Даже если ты пошла выносить мусор, да. Вообще, я считаю, что очень хорошо в выходные дни, особенно у кого долгие длительные отношения, даже в выходные дни утром встать, сделать себе легкий макияж, как-то присобрать волосы, чуть-чуть привести себя в порядок, одеть платье, мужчине будет гораздо приятнее, поверьте. Поверьте просто. Да, я тоже хочу от себя сказать, что я вот всегда стараюсь встать пораньше, приготовить завтрак, но перед завтраком я иду, делаю легкий макияж, какую-нибудь укладочку, одеваю платьишко, потому что сами поймите, мужчина идет на работу, он должен видеть вас красивой. Вот он приходит на работу, там, допустим, он трудится, работает, также видит начепыренных, нафуфыренных девушек, которые пришли в офис, и обратно приходит домой. И вдруг домой он приходит и видит уже такую уставшую, немного потрепанную девушку, и думаю, да что же такое? И это происходит на протяжении долгого периода, поэтому мне кажется важно, да, вот когда он пришел домой, чтобы девушка была такая же яркая, как те же самые всякие сотрудницы, и девушки на улице, где-либо еще, ему будет приятно. И это войдет в привычку, вы будете всегда стараться выглядеть хорошо. Я поделюсь маленьким секретом. Я прихожу чуть-чуть раньше, и я всегда уделяю себе полчаса-час времени. Я могу отдыхать, я могу за это время поспать, я могу принять за это время ванну. Когда приезжают любимые, я пушу благосостояние, мне хорошо, я отдохнула, и как будто бы весь день я не трудилась, ничего не делала. Да, благоухаешь. Да, благоухаю, и от меня приятно пахнет, я отдохнувшая, счастливая. Поэтому делайте себя счастливой больше. Мужчины клюют на счастливые глаза.